подсказываем, критикуем друг друга. Но художники же большие индивидуалисты. Они думают, что он самый лучший художник. Так что это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно. Меня зовут Алим Усеинов. Отчества у меня, как у татарина, нету. Я родился в 1941 году. Число, месяц не помню, не знаю, потому что наши документы все, когда нас отсюда в ссылку отправили, мы попали в Мирзачуль, а там в детдом попали с сестрой вместе, мы вдвоем. И наш детдом там сгорел, и сгорели все наши документы, никто ничего не знает. Знаю хорошо, что родился здесь, вот Качинская долина. Отсюда километров 7 надо еще горам идти. Под горами вот эти вот яйла, там как раз располагались наши села. Аудикой у меня село назывался. Аудикой – это село, где родился, как пишут, наш величайший Гаспринский. Я помню только один эпизод какой-то вот. Вы знаете, такое поле, зеленая трава, цветет все, именно весна, все цветет. Я на четвереньках ползу по этой вообще поляне, а там такое, вода блестит на солнце такое, и я вот ползу по этому вот полю, вот так вот на четвереньках. И вот это вот воспоминание, вот это вот ощущение, вот это вот у меня осталось на всю жизнь. Я вот, когда говорю, вот, Родина, вот у меня все время вот это вот, понимаешь, вот, я ползу среди цветущего вот этого поля. И там как раз вода поблескивает на солнце, так красиво, так вот, это все время вот у меня вот в мозгу. Наверное, поэтому я стал художником. Надеюсь, что я все-таки Алим Усеинов художник, наверное, все-таки. Но есть одна загвоздка. Вот профессиональный я художник или нет, вот этого я не знаю, потому что профессиональный это значит, что он должен жить за счет своего творчества, правильно? За счет своего, ремесла должен жить. А я не живу за счет своего ремесла, потому что у нас, скажем, это самое, не сможешь на это прожить, никто не покупает в таком количестве, чтобы ты мог жить. Ну, во всяком случае, у меня. Ну, другие-то, конечно, живут за счет, наверное, творчества, но я нет. Не могу. Однажды предпринимателю я продал 6 картин. Причем, видимо, я не знаю, у него, наверное, вкус был или как там. Хорошие он выбрал, мои самые лучшие, наверное, да, 6 картин. Я, конечно, постеснялся цены назначать, потому что, меня редко покупают, поэтому даже я не знаю даже, сколько они стоят. На всякий случай я сказал. И потом 6 тысяч, я сказал, $6000, 6 картин. Он спокойненько это мне выдал, говорит, я мог бы, говорит, и больше заплатить, говорит. А мне было неудобно, потому что он все-таки очень много делал благотворительность вообще. Я думал, как можно, человек занимается вообще, для народа служит. Неудобно какие-то цены назначать, такие заоблачные. С Заремочкой Тросиновой я познакомился еще в Ташкенте в 1958 году, когда мы вместе поступали в художественное училище. Как раз мы закончили по 10 классов, тогда принимали с 10 класса. С тех пор, пока мы 5 лет там проучились, были знакомы, очень хорошо, конечно, но параллельный курс был. Я в одном, а она в другом, в том же живописном отделении. И потом я уехал в армию, когда закончил училище, потом приехал, потом устроился на работу в Ташкенте. Художественный комбинат там назывался такой. Там такие были отделения оформительские. Вот я ей говорю, пришло к тому, что откуда я хлеб, скажем, себе так более-менее добывал, это занимался оформительскими работами. Смотрю, у нас в комбинате появилась Зарема откуда-то. Смотрю, что-то знакомый. Это же Зарема. Вот познакомились, обрадовались друг другу. И вот мы начали потом потихонечку, общаться, раз она поступила на работу. Конечно, общайся туда-сюда. В общем, вот так вот мы уже после этого сблизились. В 1973 году, да, я сказал, что если она выйдет за меня замуж, я буду очень рад. Я сказал, я не против, если ты выйдешь за меня замуж. Я же детдомовский.
Я никогда в семье не жил. Детдом, там 10 или 13 лет в детдоме я пробыл. 13 лет. И только после того, как поступил в училище, только тогда я ушел уже из детдома. Потом эти общежития, эти казармы. Даже не очень-то и был знаком с нашим народом вообще. Я же в семье не жил. То детдом, то армия, то студенчество. Так что женитьбу я, конечно, я сказал, что приобрел, я, во-первых, эту семью, конечно, во-вторых, я приобрел наш народ, свой народ приобрел. Я начал, я и знал, что я крымский татарин, поэтому уже пошла и музыка, и обычаи, и жизнь, и знакомство с народом. Так что я приобрел, говорю, родину с женитьбой на Заремочке, да. И, конечно, плюс еще коллега по работе. Мне кажется, это самое лучшее, наверное, мое деяние, наверное, моей жизни, что я женился, наверное, на ней. Как-то я жил месяца два, что ли, в Москве жил, среди художников. Я тогда понял, что это не мое. Я там не смог прижиться. Наверное, тосковал, наверное, и по родине тосковал, и по нашему народу, наверное, тосковал. И поэтому я вернулся обратно в Ташкент. С одной стороны, даже не жалею, что я там не остался. Там. В то время тоже художники так, часто женились на иностранных и выезжали из страны. Вроде бы у меня были такие варианты, можно было бы устроиться, но почему-то я этого не хотел почему-то. У меня сердце горело за наш народ, надо было что-то делать, надо было, раз я художник, значит, я должен что-то сделать для народа, народное. Показать, что я татарин, я болею за народ, я страдаю за народ, и чем могу послужить народу. В моем творчестве Крым занимает все 100%. Все 100% занимает. Потому что я крымский татарин, у меня крымско-татарская душа, мое мировоззрение крымско-татарское, все, что я делаю, с этим связано. У меня самая первая работа уже было сказано все. Никто, ну, вообще-то люди видели мой автопортрет первый, который я сделал. Это когда я уже вернулся с армии. И там было, уже все было сказано. Кто я, что буду делать. Вот. Я очень сильно болею, конечно, за наш народ. Я очень хочу, конечно, чтобы наш народ, ну, наконец, получил успокоение, черт возьми. Успокоение, я говорю, потому что, ну, настолько много всяких негодяев, которые без конца нас терзают вообще. Вот, без конца терзают. Я не знаю, ну, как они могут... Как им это, я не знаю, такие злые души, очень много наш народ терзают. Сейчас мне, конечно, комфортно живопись в этом направлении работать, потому что, ну, я же уже в возрасте уже, я хочу хоть что-нибудь такое более-менее сделать, чтобы это остался просто, ну, скажем, ну, для наследников, может, кому интересно будет вообще, чтобы кому-то это пригодилось когда-то. Приятно же, когда люди живут, люди смотрят это, познают со мной вместе что-то, чего-то открывают. Это же здорово же. Остаток уже жизни хочется настоящей уже так живописью заниматься. А раньше, например, вот после стройки, я же во время стройки не работал, чтобы быстро войти в форму, я где-то несколько лет акварелью занимался все время, да. Потому что, ну, надо было войти в форму, потерянную форму. Стройка же все-таки, там нельзя было уже, нельзя, так скажем, поработал физически, и ты должен потом сидеть, чем-то заниматься искусством. Так не получается, это все ерунда. Силы должны быть свежие все-таки. Поэтому мне в живописи более комфортно сейчас. До 70 лет это было, пока наверное, не случился обширный инфаркт, наверное. В этот момент, конечно, я помню, мы часто выезжали там на сборы художников, там работали, но всегда все было очень хорошо, конечно, и в это время именно основные такие мои
понимание там вообще, как писать, там, что делать, какие темы, все именно пришло именно в это время. Это было очень хорошее время, до 70 лет. Да потом уже все, вот сейчас все труднее и труднее, потому что уже поджимает возраст, и как-никак все-таки инфаркт это не шуточки, как оказывается, все-таки немножко сложновато. Ну, конечно, сказано же, это надо делать, пока ты молодой. На пенсию нельзя ничего откладывать. Нельзя. Когда выйдешь на пенсию, будешь по поликлиникам будешь ходить. Творчество твое будет там. Надо, пока молодой, надо крутиться вообще невероятно. Ради Бога, надо меньше пить, меньше все этих вот пустых гулянок. Конечно, молодость не может без этого. Но надо максимально экономить время, надо, чтобы именно поработать в это время. Потом уже все труднее и труднее становится. Мне вообще не стыдно за свои работы. О чем мне должно стыдиться? Я знаю, что у меня очень много, конечно, таких неважных работ, которые... Но то, что я сделал, мне, например, не стыдно. Чего. Я максимально стараюсь сделать хорошо. Максимально. Ну, как получается, так получается. Но мне действительно за них не стыдно. Я их люблю. Я их единственный, может быть, зритель, благодарный своих работ, наверное. Искусство – это один из способов познания мира. Искусство – это нести людям. Вот ты познал что-то, ты им должен это нести. Это же такое счастье. Вот, разумеется, каждый художник пишет не для себя. Это все ерунда, когда говорят, я пишу для себя. Художник пишет для других. Мне, конечно, радостно, чтобы что-то такое сделать, чтобы вот людям это нравилось, понимаешь? Чтобы люди это хотели, чтобы люди, чтобы чему-нибудь научить, это я, наверное, не смогу, конечно. Это я не Рембрандт и не Пикассо. Я о своей персоне очень скромно отношусь, потому что я неплохо знаю, наверное, историю искусства. Когда я думаю о этих вообще величайших гигантах, эти Леонардо, знаешь, Пикассо, там вообще там, даже многие, даже современные художники, чувствуешь, что парень, ты должен быть немножко поскромнее. Я вот рад, что я вот приобщился к этому и умру не совсем дураком все-таки. Хоть что-то я в этом мире вот познал, увидел, вообще был жив, рад был. Я просто необычайно рад, что я пришел на этот свет. Несмотря на то, что слишком много в мире грязи, конечно, слишком много. В том-то и ценность художника, что он несет радость, противовес этим негодяям в жизни, которые есть. Конечно, я бы хотел бы там же 1000 картин написать прекрасных. Конечно, хотел бы. Но из того, что жизнь преподнесла, я постарался максимально, что смог сделать. Что могу делать. Я не знаю. Конечно, это не слишком, я скажу, такой богатый урожай, конечно, но то, что было отпущено, сколько было дано силы, единственное, что... У меня нет такого претензий к нашему народу. Никаких претензий у меня нет. Народ делает все, что в его силах. Был момент, когда взлет у нас был. Был момент, уже это немножко поприутир, это не по нашей вине. Народ живет. Самое лучшее вот это вот. Народ живет. Но я бы хотел, конечно, чтобы народ жил, как обычно люди живут у себя на родине. Среди этого ландшафта, среди этого народа. Вот эта глобализация, наверное, настолько нас захватит, эта цифровизация, там, уже компьютеризация, там, все это настолько, наверное, захватит, что мы уже никогда, наверное, не сможем вернуться к этим, именно таким истокам вообще, природным истокам своим. Я боюсь, что навряд ли это вернемся уже. Я этого, конечно, очень бы не хотел бы. Я не завидую будущим поколениям. Я не завидую совершенно. Не только нашим, вообще в мире не завидую. Живите, черт возьми, живите нормально, живите по-человечески. Не будьте подлецами. Самое главное – выжить любым способом. Я всегда говорю, подлые времена настали.
Я так считаю. Почему надо было здесь уничтожать полностью этот самый, все эти деревни, названия, все это, школы? Зачем? Не нужно было этого делать. Надо было именно сохранить самобытность этого края, чтобы это было, чтобы это же самобытное такое культурное такое общество, это же подарок для всего мира это. Уничтожение любой маломальского народа – это потеря для всего мира. Почему этого не понимают политики? Надо было максимально сохранять эти национальные особенности, национальные привычки, максимально надо было давать свободу, развитие надо было давать. Жить, достойно умереть, чтобы это самое, чтобы знать, что я не зря прожил эту жизнь, черт возьми. По-человечески, без позора, понимаешь?